Мама, Прости меня. прости меня, ты не знала про это. Всем привет! Сегодня у нас не самые обычные съемки. Дело в том, что я решила впервые спрыгнуть с парашютом. Для начала мне необходимо пройти двухдневный инструктаж в здании ДОСААФ на базе клуба «Покровитель». Чтобы попасть на занятия, вам необходимо заполнить анкету, так что берите с собой паспорт, а также оформить страховку. Прыгнуть можно как с инструктором, так и самостоятельно. На занятиях вы узнаете о технике выполнения прыжка, как вести себя в воздухе, управлять парашютом и правильно приземляться. Занятия проводит опытный инструктор парашютно-десантной подготовки Сергей Борисович Лозовой. Вы знаете, я думаю, что такого понятия идеального парашютиста его нет. Это должен быть целеустремленный человек, любящий небо. Но говорить о том, что человек безумно отважен, он не боится ничего и так далее, это уже клиника, понимаете? У человека всегда есть сторожевой инстинкт. Я вам скажу более того, у опытного спортсмена-парашютиста страх просто перерастает в более внимательное отношение к себе, к тем людям, с которыми он работает. Вот. И это главное. В день прыжка, это был выходной, мы поехали на специальном автобусе до нашей локации. Ну вот мы наконец-то и прибыли на это место, 63-й километр Покровского тракта, где со мной еще 8 человек будут прыгать из вертолета Ми-2. Кстати, важно иметь удобную обувь, а также вязаную шапочку. А если я на коров? Прикинь, короче, такая спрыгнула, приземляюсь на корову и поехала. Верхом. Мне воткнули ромашку сюда. Перед посадкой нас разделили на более легких и тяжелых, а затем мы еще раз отработали высадку с вертолета. Ставим правую ногу на ступеньку, у вас уже руки на кольце. Ты первый, ты второй, ты третий. Тебе нельзя ни в коем случае затормозиться, ты должна прям четко на команду отреагировать. Все, приготовиться, на меня облокачиваешься, не бойтесь, на меня облокачивайтесь плечиком, я вас держу. Прыжок. Быстренько на меня облокачиваешься и прыжок. Дима, запуск. Пока мы набирали высоту, внизу происходило тоже кое-что интересное. Сегодня у нас неожиданное событие. Парень собирается предложение девушке сделать. Поэтому у нас такое впервые. Вот, мы все очень волнуемся и стараемся, чтобы все прошло идеально. Это очень заряжает эмоционально. И хоть у меня 241 прыжок в данный момент, как бы это немножко считается, но все равно каждый прыжок, он необычный по-своему. Как говорят, у нас спортсмены, вот до 100 прыжков допрыгал, и обратного пути уже нет. Лера выпрыгнула, и сейчас мы идем ее встречать. Леру несло очень далеко, видимо, потому что она легкая, несмотря на все шутки. И до нее километры бежать. Очень много и вражек. Прям очень далеко. Классно. Главное, на тренировках нас учили прыгать передом, боком и самое последнее задом. И я такая, чего мне учиться задом? Кто падает задом? Я дура, что ли, задом падать? И в итоге... Ты упала задом. Я упала задом. Моя очередь настала. И говорят, давай. Я говорю, прямо сейчас? Давай, прямо сейчас? Давай. Я просто уже лечу. Стоянка вон там. А Лера вот здесь.
Я честно туда целилась. У меня получалось только немножко развернуться. А Лера упала в балбах. Ну вот, спрыгнули. Будьте как Лера, будьте смелыми. Побежали. Мы честно торопились заснять само событие, но я высадилась немножко дальше. Расскажи ты, как ты все это планировал? Давным-давным-давно я это все запланировал. Долго собирался, Безумный. долго тянул, долго подбирал момент и вот решился. И... Двойная эйфория получилась на самом деле. Подожди, ты сказала да? А, еще там. Это просто нет слов. И наши зрители вас поздравляют с этим радостным событием. Спасибо! Самые супер крутые ощущения. Вообще не было страшно. Ну, я давно с детства мечтала вообще спрыгнуть с парашюта, и на дне рождения подарили сертификат, и вот. А у тебя были какие-нибудь талисманчики или что-нибудь, что помогало тебе успокоиться? Нет. Я взяла вообще-то талисманчик, я могу даже показать. А он не потеряет от этого свою магическую силу, если я его покажу? Что это? Это слоник. Откуда она у тебя? Я нашла его на улице. Ну, я его нашла на улице 3 года назад, и с тех пор у меня все хорошо. Вы знаете, существует такое понятие парашютное братство. Независимо от того количества, сколько вы выполните прыжков, все празднуют День парашютиста. Люди, увлеченные небом, увлеченные спортом, которым они занимаются. Люди, у которых романтика – это не пустой звук. Вот это и есть настоящие парашютисты, которые проводят дни и ночи на аэродромах, которые постоянно прыгают и считают это самым главным для себя в своей жизни. Никогда не бойтесь, решайтесь и живите так, чтобы в старости было о чем вспомнить. С вами было много оводов и передача «Ветви». Всем пока. Оценка отлично. Выбери свой путь. Поступай во ФСИЭМ.